Предпраздничный, но деловой разговор. Накануне 8 марта глава Коми встретился с прекрасной половиной предпринимательского сообщества. Представительницы малого и среднего бизнеса рассказали о своих проектах, озвучили трудности, с которыми столкнулись, и задали вопросы, на которые тут же получили ответы. Глава Коми подчеркнул, в этот непростой для страны и республики период нельзя допустить, чтобы бизнес пострадал. От каждого предпринимателя ждут сообщения о любых возникающих проблемах. Меры поддержки разрабатываются. Ольга Коняева продолжит. Женское предпринимательство набирает обороты с 2015 года, с момента, когда выросла государственная поддержка малого бизнеса. Жесткие санкции, коронавирусные ограничения – это время испытаний, но и время возможностей. И прекрасная половина бизнес-сообщества быстро адаптировалась к меняющимся условиям. Женский бизнес более гибкий и осознанный. Им движет желание изменить общество в лучшую сторону. Работа в бизнесе для мужчин-то всегда является такой непростым выбором, потому что бизнес – это минное поле, и карта разминирования, она не всегда находится у тебя в руках. Как правило, ее нет, и ты идешь по этому минному полю на свой страх и риск. Понятно, что есть законы, понятно, что есть поддержка государства, но, тем не менее, это всегда риск. И поэтому, когда рискуют мужчины, это одна история, им это по жизни начертано. А вот когда рискуют женщины, занимаются бизнесом, у меня это вызывает особое чувство уважения и действительно оценки такого поступка. С прошлого года социальные предприятия могут выиграть гранты на реализацию или развитие бизнеса. 500 тысяч или 1 миллион в арктических районах. Из 27 победителей только 3 мужчины. Третий год проходит федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». Анастасия Прудникова с проектом мини-фермы стала победителем. Встреча с главой Коми, как сама Анастасия поделилась в социальных сетях, тоже хорошая поддержка. Вдохновилась на новые какие-то подвиги, на новые идеи. Так что уверена, что в скором времени наших покупателей, всех любителей здорового образа жизни ждет что-то хорошее. Специальный приз программы «Мама-предприниматель» выиграла Екатерина Бабина. Закупила инструмент для своей музыкальной школы, в которой обучают детей почти с рождения и особенных ребят. Занятия музыкой дают хороший толчок в развитии. Екатерина изучила множество образовательных технологий. Она единственная в Коми профессионально работает по японскому методу воспитания талантов. В России таких специалистов всего 11. Моя миссия больше даже помочь детям поднять их уровень культурный, семейный климат, стать добрыми, хорошими людьми, не обязательно великолепными исполнителями, а именно привить им культурные ценности. Екатерина ждет поддержку в поиске помещения. Сейчас школа на 3-м этаже, и она, конечно, не подходит, например, для деток с ДЦП. Вопрос будет проработан с Комитетом имущественных и земельных отношений, отмечают на встрече представители Минэко. Помогают малышам с разными трудностями и в центре Ликотека. С 2017 года проект постоянно расширяет свои границы. Благодаря выигранным грантам удается помогать детям и бесплатно. Руководитель центра Екатерина Зыкова отмечает, чем раньше выявить проблемы в развитии, тем лучший эффект от психолого-педагогической работы. Поэтому предлагает учреждениям образования, здравоохранения сотрудничать, направлять к ним детей на диагностику. Готовы и делиться опытом. Совсем недавно мы получили еще одну образовательную лицензию уже по направлению дополнительное профессиональное образование. Это наши планы на будущее, на этот год. Мы планируем реализовывать программу повышения квалификации для специалистов. Тем самым сможем распространять наш успешный опыт, наши практики работы с детьми с ОВЗ. И здесь у меня к вам предложение и просьба. Мы вам поможем скомплектовать группы, поскольку именно ваши преподаватели обладают теми уникальными способностями и опытом, и они смогут обучить наших педагогов тем необходимым практическим навыкам. То есть здесь мы тоже с вами организуем такое взаимовыгодное сотрудничество. Трудности у бизнеса одни и те же, независимо от гендерной принадлежности. Текстильное предприятие Коми буквально возродилось из пепла. В 2021 году, в день легкой промышленности, цех по пошиву полностью сгорел вместе с продукцией и оборудованием. Но уже сегодня предприятие в Сыктывкаре снова работает в полную силу. Сыктывкарская швейная фабрика «Текстиль Коми» является на сегодняшний день лидером в республике Коми по производству текстильных изделий для дома.
Мы производим более 130 тысяч единиц изделий, в которых включаются одеяла, подушки, матрасы, комплекты постельного белья. Мы отшиваем для детских садов, для учреждений образования, а также для учреждений медицины. Не первый год фабрика пытается наладить диалог с региональным оператором по вывозу мусора. Он берет оплату, исходя из площади помещений, а это больше 800 квадратов, потому и счета огромные. Оказалось, вопрос решается просто. Вывозить отходы рекоператор может по фактическому объему. Комитет Коми по тарифам обещает вмешаться и решить проблему. У нас обустроена контейнерная площадка, у нас отдельно стоящее здание, которое стоит в промзоне. Там нет никаких жилых домов совершенно. И контейнерную площадку региональный оператор прекрасно знает, что она у нас... Но в реестре, значит, у вас ее нет. В реестре возможно, нет. в реестре да, нет. Поэтому вам тогда вообще действия простые. Вам просто надо внести в реестр. Ну, возможно. И если вы внесете в реестр, тогда у вас расчет будет исходя из количества и объема контейнеров, которые на контейнерной площадке установлены. Есть трудности в продвижении проектов. Интересуют условия работы бизнес-леди во время отпуска по уходу за ребенком и страховые отчисления. Волнующие вопросы разрешены. В условиях санкций есть и новые вызовы. Заказ импортных материалов, оборудования приостановлен. Но и с этим справимся, отмечает глава Коми. Будет сделано все, чтобы сохранить предприятия и рабочие места. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.